Вы смотрите «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Айсен Николаев вошел в состав официальной делегации под руководством Владимира Путина в Пекине. Президент находится в рабочей командировке по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Трасса у нас на пути к новому качеству. Масштабный ремонт федерального значения преображает главную транспортную артерию республики. В добровольческом отряде, где каждый брат по оружию, особая связь у тех, кто связан кровью. Они сделали выбор защищать Родину вместе. Находками фрагментов костей мамонта якутян не удивишь, но подводной исследовательской экспедиции из Петербурга это удалось. В ходе изучения команде удалось найти голову древнего бизона. В республике ученые начали исследовательскую работу по научному подтверждению гипотезы о терапевтическом воздействии хомуса на организм человека. В эксперименте участвуют якутяне разных возрастов. Айсен Николаев вошел в состав официальной делегации под руководством Владимира Путина в Пекине. Президент России находится в рабочей командировке по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Напомню, ранее Айсен Николаев работал в Харбине в составе официальной делегации под руководством представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Якутия может стать новым логистическим сердцем Евразии. Глава республики Айсен Николаев представил в Харбине масштабный проект международного коридора Мохэ-Найба, который способен перевернуть мировую грузоперевозку. Маршрут объединяет 3 звена в одну бесшовную цепочку: железную дорогу через погранпереход Желинда-Махэ, речной узел на Лени у Нижнего Бестяха и новый глубоководный порт Найба в море Лаптевых. Результат революционный. Контейнер из Харбина в Роттердам дойдет менее чем за 22 дня, в 1,5 раза быстрее, чем через Суэцкий канал или Транссиб, и как минимум на 10% дешевле. Также Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России с обычными паспортами смогут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, а также для обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы. Такое решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией. Россия, в свою очередь, также продлит безвизовый режим для китайских граждан на 2027 год. Активная фаза ледохода на реке Лени охватила Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Намский, Кобяйский районы и окрестности Якутска. Нижняя кромка ледохода находится в районе Сангара. Сейчас особое внимание приковано к селу Батамай Кобяйского района. Здесь уровень воды уже превысил метр и достиг 1071 сантиметра. Из-за наложения волн вскрытия Лены и Алдана в ближайшие сутки вода может подняться еще выше. Специалисты предупреждают о возможном потоплении низменных участков населенных пунктов. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Усалданского района. Нижняя кромка ледохода вышла на устье. У населенного пункта Дыгдал уровень воды составляет 664 сантиметра. Идет густой ледоход. Опасное явление является здесь 1000 сантиметров. Выше по течению у населенного пункта Черектей уровень воды составляет 776 сантиметров. Редкий ледоход. Отметка опасных явлений является 1000 сантиметров. При этом службы, которые работают по паводковой ситуации, работают в режиме повышенного готовности. Все службы работают слаженно, совместно с властями местных администраций. Снижен тариф на переправу из Якутска в Нижний Бестях. Теперь проезд стоит 2500 рублей с человека. Перевозки судами на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях продолжаются в штатном режиме. Напомню, что в период густого ледохода перевозчики поднимали стоимость билета до 5000 рублей. Рост был связан с кратным увеличением расхода топлива. Ремонт федерального значения на участке трассы у нас продолжаются работы по реконструкции автодороги. Этот масштабный ремонт реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», учрежденного президентом Владимиром Путиным. О реконструкции главной артерии республики расскажет Саргалана Неустроева. Сейчас каждый водитель в Якутске знает, какое удовольствие доставляет поездка по обновленному Покровскому тракту. Вот он, кстати, четырехполосный, благоустроенный и отвечающий всем требованиям, как это сейчас говорится, развитой инфраструктуры. А вот как было
И разница, на мой взгляд, очевидна. Но ненадолго. В ближайшие несколько лет отремонтирован будет весь участок дороги до села Табага. Таким образом, протяженность реконструированной трассы составит 17 километров. Я здесь житель Владимировки. Очень радуемся, потому что вот эта дорога обновляется. Вот оттуда, который мы едем, сейчас никакой проблемы нет. И четырехполосная очень хорошая получилась. Автобусами постоянно ездим. В город ездим постоянно. Отсюда 20 километров. Фронт предстоящих работ впечатляет. Здесь будут обустроены тротуары, новое освещение, барьерное ограждение и даже площадка отдыха со эстакадой. Однако пока дорожники на этапе подготовки к масштабному ремонту. Работы ведутся на протяжении 8,1 километра и охватывает ключевой транспортный участок, который обеспечит логическую связь с уже действующим четырехполосным участком дороги с 11 по 20 километр. Важно отметить, что эта дорога также будет интегрирована в общую транспортную схему, связанную с реализацией проекта строительства Ленского моста, одного из важнейших элементов развития дорожной сети республики. Предстоит дорожникам отремонтировать еще 8 километров пути. Обновленная трасса не будет отличаться от той, что уже сделали. Специалисты отмечают, этот участок имеет большое значение для транспортной логистики всего региона. В настоящее время эта муниципальная дорога передана в республиканскую собственность, и ее планируется также реконструировать с завершением мостового перехода. Будет 2 полосы движения с учетом двухполосного движения по Ленскому мосту. Самое главное, что асфальт укладывается с учетом интенсивности грузоперевозок. То есть независимо от того, сколько фур здесь проедет, о скором ремонте на новой дороге вряд ли придется беспокоиться. Сарглана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Железная дорога в республике становится все популярнее. За первые 4 месяца поездами ЖДЯ воспользовались более 153 тысяч пассажиров. Общий пассажирооборот вырос почти на 5%. Развитие магистрали идет в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Обновляются пути и растет доступность услуг. Как отмечают сами пассажиры, железная дорога, которая когда-то казалась мечтой, сегодня стала настоящей транспортной артерией Якутии, связавшей регион с Большой землей. И тренд сохраняется. К концу года прогнозируется перевозка более 463 тысяч человек. В республике готовят и цифровое будущее для всех жителей. В штабе цифровой трансформации обсудили план, который сделает госуслуги быстрее, интернет доступнее, а жизнь удобнее. В программе все, что важно. Перевод справок и документов в электронный формат, развитие госуслуг и сервиса «Госключ», чтобы не стоять в очередях, строительство вышек и прокладка оптоволокна, чтобы даже в самых отдаленных поселках был стабильный интернет, а также переход на российское ПО и защита данных от кибератак. Отдельный фокус на образовании. Платформа «Моя школа», цифровой контент и углубленное изучение информатики помогут детям расти в мире технологий. Бойцы добровольческого отряда «Барс-2» «Ботур» называют друг друга братьями. Братья по оружию, каждый из которых готов помочь сослуживцам в любой ситуации. Но среди сотен бойцов есть и родные братья, которые решили вместе защищать родину. О примере братьев на фронте смотрите сюжет нашего военкора Александра Хавренко. Сапер с позывным «Учитель» и командир роты с позывным «Жека» – родные братья. Первыми контракт подписал старший брат «Учитель». Когда я вот только начинал, собирался в ряды добровольцев, он еще тогда работал в опорном пункте. Гуманитарку развозил, ребятам помогал. Он уже знал, что такое война, как ребята там воюют. Он уже не понаслышке знал. И поэтому он меня сначала отговаривал. Но приняв решение идти на фронт, учитель его так и не изменил. А через некоторое время с очередным отрядом добровольцев зашел и младший, Жека. Оба они люди взрослые и прекрасно понимали, куда идут. Но как бы то ни было, брат всегда переживает за брата. Когда они на чистку идут, сперва волновался, а сейчас он уже опыт. Я чувствовал ответственность, все равно вместе тут, вдвоем. Всегда вдвоем друг за друга все равно переживаем, как он там. Мы хоть не часто, но встречаемся. Во время этих нечастых встреч разговоры редко касаются боевых действий. Чаще обсуждаются темы из гражданской жизни. Разговариваем о семьях, встречаемся не часто, так, месяц раз где-то.
может, 2. Ну, про семейную жизнь, короче, разговариваем. Про детей. Пример учителя и Жеки далеко не единственный в отряде. Бывает, что младший брат приходит вслед за старшим. Бывает, что братья приходят вместе и просят направить их в один отряд или в одно подразделение, чтобы вместе приближать нашу общую победу. Александр Хавренко из зоны СВО специально для телеканала Якутия-24. В Якутии стартуют учебные и военно-полевые сборы. В них ежегодно принимают участие ученики 8-10 классов, а также студенты СПО по всей республике. Первыми среди них 5-дневные учебные сборы организовали в Якутской кадетской школе-интернате. Подробнее о том, как будут проходить сборы, в сюжете Тимура Колмогорова. Пройти учебные сборы прибыли воспитанники Якутской кадетской школы-интерната и Якутского художественного училища. Для них пройдет интенсивное обучение по основам военной подготовки, где будут задействованы не только личные навыки кадетов, но и командная работа. Мы вчера приехали в Якутскую кадетную школу и вчера проходили тактическую подготовку и техническую. И еще копали окопы. Раньше участвовал в пятидневке. Основа есть, основа заложена уже. У нас здесь в Якутской кадетской школе-интернат все строго дисциплинировано. Подъем с 6 утра, отбой до 22. Ну и все по строевым подготовкам, по профильным занятиям. Могу сказать, что отучившись здесь уже как минимум 4 года, могу сказать, это уже легко. В течение 5 дней они изучат элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. На каждом из этапов работают опытные инструкторы кадетской школы и представители силовых структур, которые и обучают всему необходимому. У нас проходят 7, 8 и 10 классы. Ребята готовятся. Всю зиму они проходили теоретическую часть. Сейчас проходят 10-классники, например. Они уже 4 года проходят военно-полевые учебные сборы. И с каждым годом ребята осваивают все новое и становятся более опытными. Вместе с тем на территории кадетской школы организован палаточный городок, где будут размещены участники сборов. Здесь они будут вести караульную и внутреннюю службу, погружаясь в быт военнослужащего. Потом планируется у нас на следующей неделе приезд школьников из арктической школы. На следующей неделе также у нас стартуют сборы для школьников города Якутска. Это все школы города Якутска будут проходить более 1000 детей. То есть работа такая достаточно масштабная предстоит. В процессе учебных сборов пройдут мероприятия по военно-профессиональной ориентации, которые подготовят их к осознанному выбору военной службы. По итогам 5 дней каждому из кадетов будет выдана оценка, отмечающая успех прохождения сборов. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Воспитанники юноармейского движения подводят итоги спартакиады. С каждым годом увеличивается количество участников. Так, в этот раз в соревнованиях было представлено 14 отрядов. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в районной администрации. В самом начале поздравили и вручили паспорта граждан Российской Федерации тем, кому уже исполнилось 14 лет. После этого перешли к награждению победителей юноармейской спартакиады на Кубок главы Нерюнгринского района. Заслуженные аплодисменты и награды получили лидеры в таких дисциплинах, как стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова и общеармейская физическая подготовка. Если брать последние 2 года, плюс еще Зорница 2.0, то есть улучшилось, во-первых, количество отрядов, улучшилось качество. Во-первых, каждая школа приобрела форму. Это очень большой плюс, то есть у нас почти сейчас 60% школ одеты в юноармейскую форму, то есть это уже огромный плюс. Ну и материальная база в каждой школе улучшилась за последние 2 года, и это очень радует. То есть детям есть чем заниматься, для чего и для кого. Находками фрагментов костей мамонта якутян не удивишь, но подводной исследовательской экспедиции из Санкт-Петербурга это удалось. В ходе изучения команде удалось найти голову древнего бизона. О ходе экспедиции расскажет наш корреспондент Вероника Таюрская.
Подводная исследовательская экспедиция акватории реки Индигирка под названием Актау-Мост-2 подошла к концу. Почти месяц команда исследователей под руководством инструктора Всемирной конфедерации подводной деятельности, путешественника, члена Русского географического общества Романа Бабошко обследовала территорию возле поселка Чукурдах на площади более чем 550 тысяч квадратных метров. У нас уже вторая экспедиция в этом году была. В 2025 году была первая Махтал-Мост. То есть мы получили информацию, что здесь, в Якутии, в районе реки Индигирка, в ее акватории находят достаточно много палеонтологических каких-то находок. То есть мы смотрели там фотографии, общались с какими-то людьми. Они говорят, почему вам не приехать, не попробовать, посмотреть, самим лично не принять участие. Мы организовали первую экспедицию в 2025 году. То есть приехали в Якутск, прилетели, потом мы улетели в Чукурдах и там уже разбили базу. В состав экспедиции вошли опытные дайверы из Санкт-Петербурга, за плечами которых ни одно погружение в холодную воду. Нынешние спуски, а их было более 140, прошли при температуре от 0 до минус 2 градусов Цельсия. Находки экспедиции впечатляют. С дна Индигирки было поднято свыше 20 артефактов, в числе которых голова древнего бизона, кости и фрагменты бивней и зубов мамонта, геологические фрагменты минералов. Последние, к слову, будут отправлены для исследования в гемологическую лабораторию Санкт-Петербурга. Я участвовал второй раз в экспедиции Махтал-Мост. Впечатления очень хорошие. В условиях я отвечал за техническую часть экспедиции, то есть получается работа оборудования, наладка, заряжание воздухом, и тому подобное. Но все оборудование работало отлично. Найденные объекты представляют ценность как для научного мира, так и вызывают интерес у обывателей. В свою очередь, команда экспедиции выпустит отчет о проделанной работе, где изложит более подробную информацию о каждой находке. Вероника Таверская, Нюркун, Старостин, Якутск. В Ленске члены общества инвалидов и специалисты Комитета по молодежной и семейной политике приняли участие в посадке яблонь в рамках сразу двух акций. Республиканская связь поколений и районный 25 добрых дел в честь 25-летия восстановления города после наводнения. Молодые саженцы яблонь были высажены около здания общества инвалидов. По итогу во дворе учреждения появились 5 саженцев. Члены общества инвалидов очень надеются, что кусты приживутся и вырастут в прекрасные деревья, которые будут радовать яркими красками. Наше учреждение совместно с Ленским обществом инвалидов решили немножко облагородить, благоустроить территорию рядом, которая прилегает к их обществу инвалидов. Нашли саженцы яблонь и совместно с ними производим сейчас высадку. Мы, как молодое поколение, и общество инвалидов, как старшее поколение, совместно занимаемся такими добрыми делами. Саженцы нам любезно предоставила, и мы благодарим школу номер 1. Они у нас славятся своими яблонями, да? У них есть яблоневый сад. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, новый профиль уже включили в Олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что с будущего учебного года его внедрят в школьную программу. Ранее Минпросвещение включило в федеральный перечень учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. 20 мая Республика Камерун отмечает свой национальный день. В этом году Якутия присоединилась к празднику. В стенах Северо-Восточного федерального университета прошла первая встреча, организованная Ассоциацией студентов Камеруна в рамках Сибирско-африканского консорциума. Камерунцы рассказали о значении праздника, традициях своей страны и о том, почему они выбрали Сибирь для учебы. На сегодняшний день в СВФУ обучается около 300 студентов из более чем 20 африканских стран, среди которых около 30 камерунцев. Студенты из Африки выбирают разнообразные специальности, включая медицину, горное дело и туризм. Международные отношения-то у нас сложились давно, и разных студентов у нас было много. Африканские студенты у нас были и раньше, просто в последнее время их стало чуть больше. Студентам, в принципе, нравится здесь отношения. Климат, конечно, многим сильно не нравится, но привыкают и учатся. И сначала они проходят подготовку по русскому языку, в основном многие, и потом они по разным факультетам и институтам расходятся.
Галина Нельбисова, известный прозаик, журналист и член Союза писателей России, одна из популярных авторов современной якутской литературы. Ее первое произведение увидело свет в 2005 году, а за прошедшее время вышло более 20 книг. В центре ее рассказов и повестей истории реальных женщин, с которыми писательница встречалась во время работы корреспондентом. Через судьбы своих героинь Галина Нельбисова тонко раскрывает темы любви, семейных отношений, жизненных ценностей и смысл бытия. На недавней встрече, посвященной юбилею писательницы, литературные критики, коллеги и читатели тепло поздравили ее и пожелали новых творческих успехов. Я решила юбилейный день рождения вдруг встретиться со своими читателями, поговорить с ними. Обычно творческие встречи очень много дают творческому человеку. Это очень необходимо, поэтому я решила. Пишущий человек все время думает, чтобы написать, чтобы читателей, которые ждут, тем радовать. Поэтому я думаю, что будут, наверное, какие-то задумки есть, проекты есть, как говорится. Так что, наверное, буду работать дальше. В Якутии ученые начали исследовательскую работу по научному подтверждению гипотезы о терапевтическом воздействии хомуса на организм человека. В эксперименте участвуют якутяне разных возрастов, а помогают исследователям известные хомусисты республики. Именно так проходит один из сеансов хомусотерапии в рамках научного исследования. Среди участников эксперимента ведущий методист музея и Центра хомуса народов мира Кия Мосова. Терапию она проходит впервые. По моим ощущениям, когда слышишь музыку хомуса, то у меня всегда на глазах появляются эти светлые тона, зелень, цветы, первые первоцветы, и всегда ко мне приходят мои внуки, лица их, я натурально их вижу, Черного такого, что-нибудь подавляющего у меня никогда не появлялось. Для чистоты исследования ученые привлекли сразу 3 хомусистов. Каждый инструмент и стиль исполнения создают разные вибрации. Среди участников хомусист-виртуоз мира Юлиана Кривошапкина. Она отметила, что игра на хомусе насыщает кислородом тело человека и улучшает работу всего организма от макушки головы до пят. Для меня это очень долгожданная работа. Много лет, как я работаю с хомусом, 20 с лишним лет. За это время я уже, могу сказать, пришла к тому, чтобы как-то работать так, чтобы хомус влиял, даже лечил людей. Играть на хомусе вообще очень хорошо влияет на здоровье человека, а слушать тем более. Сеанс длится около 12 минут. Исследовательская работа проходит в 2 этапа. Сейчас специалисты проводят первый, который уже завершится к концу мая. По предварительным предположениям ученых, вибрации хомуса способны оказать терапевтическое воздействие на организм. И мы не просто ее проверяем, мы ее конкретизируем. В каком направлении, какая тональность хомуса и в каком исполнении музыканта более эффективно влияет на физиологическое состояние человека. Значит, дальше, получив эти первые результаты, мы уже сможем составить программу 2-го этапа, углубляя, либо конкретизируя несколько в другом направлении. Исследования продолжаются, и их результаты позволят открыть новые горизонты в понимании влияния музыки хомуса на человеческое здоровье. Даяна Федорова, Иван Саркаумов, Якутск. В Москве состоялась премьера якутского фильма «Олох Тугенере. Моменты нашей жизни» режиссера Василия Булатова. Культовый сериал, объединивший не одно поколение якутян, впервые вышел в формате фильма и сразу на большие экраны. В центре сюжета супружеская пара Алик и Саина. Их брак дал трещину, навалилась рутина и финансовые трудности. На помощь к ним пришли друзья Нюргун, Дима и Лена. Удалось ли им преодолеть испытания? Ответ на этот вопрос точно знают жители Москвы. 1:40 длился фильм и подарил яркие эмоции, поделились зрители. Я смотрела этот сериал еще в детстве, и потом уже в Якутске выпустили этот фильм.
спустя 10 лет. И я ждала, вот подписалась специально на канал «Аллах Тигандера» и ожидала, когда вот премьера будет в Москве. Сегодня я очень горда тем, что этот фильм вышел уже в такой масштаб. И, конечно же, очень было классно посмотреть на всех героев, на родные лица. Наш фильм могут лицезреть сами в кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, в Уфе, в Калининграде, Красноярске, Краснодаре и в Сочи. Для нас это большая, на самом деле, удача, и мы можем гордо представлять наше якутское кино за пределами нашей любимой республики. С 16 по 19 июня в Якутске пройдет спартакиада республики по адаптивным видам спорта «Джулур». В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов с инвалидностью из 21 муниципального образования. Спортсмены будут состязаться в волейболе сидя, голболе, легкой атлетике, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шашках, шахматах и стрельбе из традиционного лука. В этом году впервые отдельным зачетом примут участие ветераны боевых действий с инвалидностью, участники СВО, получившие ранения. Для них в программу включена дисциплина «Пулевая стрельба». Это были все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.